На дворе весна не за горами, 8 марта, и сегодняшний выпуск мы посвятим историям о женщинах, чья жизнь связана с медициной. Женщина, она всегда может придумать выход из ситуации, из любой ситуации. Просто надо ей чуть-чуть собраться и подумать. И был момент у нас такой, наша кухня, они все заболели, и пришлось нам с главным бухгалтером готовить. Одна из наших героинь, Алина Кортуа, она работает медсестрой в Гудаутской районной больнице. Все эти месяцы, пока здесь находится ковидный госпиталь и борются за жизни пациентов с COVID-19, Алина практически не покидала здание этой больницы, только изредка на несколько дней. У меня муж, сын единственный. Вот, я работаю уже 25 лет в больнице. Все мы дружно хором встали и начали друг другу помогать. Где-то апрель-май месяц у нас только один пациент был, а вот уже с лета начали поступать наши студенты, которые учились в Москве, военные, вот все ребята начали попадать уже в инфекционный блок наш. Потом уже в августе у нас пошла уже эпидемия чуть побольше. И мы все уже как бы в инфекции находились. Сколько дней вы уже здесь находитесь? Мы почти, можно сказать, полгода здесь находимся. Естественно, домой тоже мы ездим, но периодически мы находимся здесь. Моя заведующая Ангелина Утерба, Хаджират Ливарсович, наш главный врач. Мы как бы с первых дней остались здесь, помогаем днем и ночью. Домой вообще не уходите? Бывает и не уходим, но как бы вот сейчас мы как-то начали ходить вот в июле, а сейчас уже мы здесь остаемся, постоянно находимся. Как бы помогаем, чем можем. А вы помните тот момент, когда мы с вами тогда здесь снимали? Да. Вот сравните тогда ситуацию, какую? Сейчас, конечно, лучше. Ну, как бы положение, конечно, тогда было совсем ужасно. И мы все уставали, и очень было тяжело. Я помню, вы куда-то торопились. Да, надо было наверх подняться там. Ну, вот этот период для вас в жизни теперь, вот, ну, сейчас, слава богу, идет на спад, и надеюсь, мы все это переживем. Как вы будете это все вспоминать? Будем, наверное, вспоминать, как, не знаю, вот раньше же тоже были вот вспышки, да, вот дифтерия еще попала, вот когда дифтерия была, тоже детки у нас умерли еще вот уже это лет 20 тому назад. Тогда тоже такая же, как, да, вот пандемия была дифтерийная. И вот это все, наверное, забывается, как сон. Надеюсь, что больше плохого ничего не будет, чтобы у нас наша страна что процветала. 8 марта мы эту передачу готовили. Ваша история, она заинтересовала во всех смыслах. Вы имеете отношение к медицине, вы многодетная мать, вы где-то и творческая личность, потому что вы не просто занимаетесь выпечкой, но и оформлением. Изначально, как все простые девушки, я выбрала профессию медицины и работала много лет. Но работала в таком отделении очень непростом, гемодиализ. Очень непростое отделение в плане психологическое. Там работать очень сложно, очень интересно, я хочу сказать, очень интересно. Потом, ну, у каждого человека же есть какие-то увлечения, хобби, страсти, можно так сказать. Я очень люблю готовить, очень люблю печь. Ну, когда я стала уже больше заниматься выпечкой, и друзья, и родные мне стали говорить: ну, давай, Мадина, у тебя же получается, давай уже неси это в массы, как говорится. Ну, а теперь у меня стал выбор. Тут медицина, да, которая много отнимает сил, и это такое отделение, которое невозможно не прийти на работу или позвонить и сказать: извините, я сегодня не могу, или опоздать тем более нельзя, потому что от этого зависит жизнь человека. И, в общем, у меня стоял очень непростой выбор, я очень долго думала, что же выбрать, потому что, чтобы заняться кондитерством, надо было ездить, обучаться, это тоже не просто так. Раз ты хочешь, и давай неси в массы, но надо же нести что-то же качественное. Просто так я не хотела, и поэтому я хотела сначала обучиться. Чаша весов перевесила, конечно, но благо, что у нас есть хорошее подрастающее поколение, которому можно уступить дорогу, очень хорошие девочки, которые тоже хотят работать, слава богу. Но медицина – это неотъемлемая часть моей жизни, конечно. А где вот сейчас жизни в доме? Эти знания же конечно, родные, близкие. конечно, это безусловно. Безусловно, эти знания всегда при мне. Я знаю, что такое
перчатки, что такое колпак. Вот эта связь как раз вот вашей медицины и то, чем вы Поэтому, сейчас занимаетесь. Да? естественно, это... Мне кажется, что они чуть-чуть связаны. Я уже исчерпала в этой стезе себя и думала, что давай уже что-нибудь другое попробую, потому что там можно развернуться. То есть в моем отделении, где я работала, там строго по плану, строго. То есть отступать от каких-то нормативов нельзя. И поэтому, и специфически, конечно, там контингент пациентов, которые, особое отношение к этому, очень психологически, очень сложный, но и в то же время интересно там работать. Мадина оставила медицину, но она продолжает заботиться о здоровье граждан, ведь кондитерская деятельность, которой она сейчас занята, связана с изготовлением полезных сладостей без содержания белого сахара и глютена. Когда я решила делать свои десерты без сахара и глютена, у нас очень много пациентов с сахарным диабетом. И я видела, как они мучаются, и думала, что же потом уже, когда я уже начала кондитерством заниматься, я уже думала, сладкое это хочется. Теперь мои сладости могут есть тем, которые нельзя, белый сахар. Ну и глютен в частности, полезные сладости, да. Но еще я бы хотела, делаю сладости не помпезные, как говорится, домашние, приятные, вкусные, чтобы можно было просто взять и пойти в гости или с подружкой попить, с мамой, чай, кофе, просто для души. Мадина, кроме того, что вы вот такая творческая личность, вы же еще многодетная мать. Да, это многодетная мама. Особая роль для женщины. Вы знаете, я к этому не стремилась, как-то так, как говорится, получилось. Да, и жизнь сложилась. Где-то есть плюс в том, что у меня уже дочке 18 лет, старше. Женщина. Можно я скажу, сколько вам лет? Пожалуйста. 36 лет. У вас 4 детей, дочка студентка. Дочка студентка, потом 13 лет, потом 7 лет, потом 4,5 года. Тяжело, не спорю, это безусловно тяжело. Но есть, я всегда говорю, есть категория женщин, которые пассивные, есть категория женщин, которые активные. Вот я ко второй категории отношусь, я просто очень активная. Очень тяжело, конечно, очень сложно воспитывать, особенно в современном мире, воспитать достойных сыновей, как говорится, у меня 3 сына. Я всегда в пример ставлю своего брата, который погиб на войне, старший мой родной брат. Вот. Всегда им ставлю в пример. Я надеюсь воспитать их в духе абхазского воспитания. Я надеюсь на это, но как получится. Естественно, тяжело. И можно говорить бесконечно, что вот, я мама 4 детей, я все успеваю. Конечно, иногда я все не успеваю. Я такой человек, что я берусь за все, за несколько дел одновременно, и у меня как-то получается. Некоторые не получается. Одно дело могут делать целый день, как бы. Ну, сейчас современный мир, есть машина, есть возможности куда-то в секции отдавать, на занятия какие-то. Еще одна история – это история фельдшера, которая живет в высокогорном селе Псхун. После учебы много лет назад из России она переезжает в это село, и с тех пор она посвятила свою жизнь медицине. Замуж вышла сюда. За местного парня вышла замуж. Так и осталась. И живу до сих пор. 5 детей у меня. 1 в Сухуми девочка, 2 в России. У нас население где-то около 200 человек. А в летнее время, конечно, людей много. Приезжие, отдыхающие, туристы, пастухи тоже к нам обращаются. Я почему-то со школьной скамьи решила пойти в медицинское училище. Вы закончили училище из города и перебрались туда. Как вы решились вот на такие перемены? Сначала, конечно, немного испугало это. Но так получилось, что муж говорит, немного поживем здесь, потом уедем. Ну а потом так и осталось. Потом дети. Все время работаю, каждый день работаем. Получается у нас так, что не приходится там сидеть особенно. У нас есть амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт раньше было, сейчас сельская врачебная амбулатория.
И у нас здание, конечно, очень старое, ремонта требует. Я тоже заболела, это было в декабре, и пришлось подышать кислородом. Тяжело было, но мы выбрали свою работу, свою профессию, я должна была здесь находиться. И был момент у нас такой, наша кухня, они все заболели, вот, и пришлось нам с главным бухгалтером готовить своими силами, старались. 300 человек тогда и наши работники медицинские, и наши пациенты. Почти 250-300 человек мы 3 дня, да, 3 раза в день, да, готовили. И вот справились, вот, да, справились. И помогали нам девочки на кухне тоже. Кто картошку почистить, кто лук, кто так. Вот основную работу мы с главным бухгалтером на себя взяли. Вы не только... Да, еще и повар. Было Могли тяжело. же отказаться, наверное. Ну вот, ну я откажусь, другая откажется, и как-то это, я считаю, это некрасиво. А почему? Почему? Потому что, ну, готовить, да, на 200, на 300 человек, это, конечно, очень тяжело было. Это было как раз лето, да, вот сентябрь, и это было так жарко на кухне, и мы не знали, вот за что взяться. Там же пропорции, да, вот как-то вот это все. Мы с главным бухгалтером то туда наберем, сюда, они нам подсказывали. И все-таки даже наши пациенты инфекционного блока были очень даже довольны. Спасибо, они даже, оказывается, мы вкусно блинчики жарили. С ног валились, но и мы еще оставались ночью. У нас еще работа была. Вообще, как вы считаете, в нашем вот абхазском обществе, какова роль у женщины? Какое место она занимает? Всегда говорю, В семье, в да. обществе? Принято считать, что мужчина это голова, а женщина шея. Но я с этим стереотипом чуть-чуть не согласна, поскольку иногда женщина голова, а мужчина шея. А, например? Ну, например? например. Вот в каких ситуациях все-таки от Женщина очень женщины многогранна. Женщина очень многогранна. Если ей дать возможность реализовать свои мысли, свои задумки, свои... Просто не всегда мужчина, можно так сказать, дает возможность такой. Мне повезло в этом плане, что меня поддерживает мой супруг во всех начинаниях. Даже если он знает, что это провально, он скажет, лучше ты попробуй. Ты, допустим, сама потерпи неудачу, но зато ты будешь знать. Некоторые мужчины более консервативные. Они говорят нет и все. Мне вот дался вот этот выбор очень тяжело, но мой супруг меня поддержал, все меня поддержали, сказали пробуй. Но, к сожалению, не все женщины обладает такой силой тоже духа, внутреннего. да. И у нас очень многие женщины, которые хотят что-то самореализоваться, что-то сделать. И в плане финансового это очень тяжело. И я по себе это знаю, что, знаете, как в этом мультике в Простоквашино, чтобы что-то продать, надо что-то купить, а у нас денег нет. И это практически 70% у нас таких, да, что не всегда получается сделать то, что получается. Но я хочу однозначно уверенно сказать, что потихонечку сделать можно все. А вот когда снегопады, когда вы вот полностью изолированы от остальной части республики, бывали такие случаи, когда вот за помощью к вам местные бежали, когда такие какие-то необычные ситуации происходили? Приходилось по снегу пробираться, воды принимать и на разные тяжелые случаи. Но это хорошо, когда все обходилось так, а иногда нужна такая помощь скорая, врачебная скорая помощь, хирургическая. Тогда вызываем вертолет. Не всегда это возможно, потому что по плохой погоде не прилетит. И были времена такие, сложные были времена. Раньше молодая была, здоровье было. Идешь, бежишь, вернее, прямо к больному, по снегу, далеко, по всем хуторам. Хутора далеко друг от друга. 4-5 километров, 6 километров. Недавно буквально 4 было там случай. Вызвали, это было в марте. А женщина осталась здесь рожать. И ну что, вот меня повезли на тракторе, чуть-чуть провезли, и трактор дальше не пошел. Пришлось самой идти, мужчины остались с этим трактором, возятся. А я пошла одна пешком.
тропинка, снег выше колена, идти трудно, снег валит, сыпет. Немножко страшно было, думаю, одна. Но ничего, все нормально, оказала помощь. А у вас не было желания вот все оставить и перебраться куда-нибудь? Было желание, конечно, уехать, но семья уже, муж не соглашался уезжать. А так оставить медицину я не смогла этого, потому что я видела, что людям нужна помощь. Я часто одна работала, и сейчас уже у меня возраст, и бывает и трудно мне, но стараюсь всегда оказать помощь. Я всегда чувствовала такую ответственность, что человек, когда обращается ко мне, что я обязательно должна ему помочь всеми силами. И сзади, если не будет поддержки, и у нее как-то и стимула не будет, поддержка должна быть со стороны семьи. Вы себя считаете сильной женщиной? Я, наверное, да, уже считаю, потому что я прошла этот этап, и у меня поддерживал супруг и сын мой. И они мне даже, когда я приезжала домой, они говорят, почему ты приехала, надо быть там. Оглядываясь назад, вы молодая, но тем не менее есть опыт уже за плечами, 4 детей. Считаете ли вы себя счастливой, состоявшейся женщиной? Счастливой однозначно считаю, состоявшейся на пути. Я пока только на пути. Я работала в медицине тогда и всегда думала, как это в 30 лет поменять профессию, как это так? Вот наглядный пример. А вот я взяла и думаю, давай я тоже попробую, может у меня тоже что-то получится. И вот я взяла и поменяла. Вы не пожалели? Не было такого? Иногда. Что-то потеряли? Иногда я скучаю, конечно, по этим дням, но можно сказать, что в целом нет. В целом нет, потому что у меня есть возможность, так сказать, свои мечты, свои идеи воплотить в жизнь. А в чем вот секрет женского счастья? Ну, я думаю, что на этот вопрос нету какого-то однозначного ответа. Наверное, в детях. В детях, в спокойствии, в понимании, в уважении в семье, внутри семьи, между мужчиной и женщиной, между детьми. Сначала у меня дети, семья, а потом уже я хочу, чтобы мои дети были достойно воспитаны. Вот это моя мечта. Я хочу, чтобы они были людьми, в первую очередь, людьми. Я вот здесь вот, что я вижу, все женщины очень даже сильные. Нету ни одного человека, ни одной женщины, которая сказала, я не могу, я уйду, что смогу, вот теми, вот так вот прямо все вот хором все стоят. Просто по возрасту есть, которые люди как бы сели дома, но это по возрасту. Самое главное, я считаю, чтобы медики были, теплое отношение к больным было, ответственность. Равнодушие, чтобы близко не было. Мне очень трудно было, когда я одна была. А там все-таки в городе можно посоветоваться с врачом, там все вместе. А здесь вот одно мне сколько приходилось, что не знаешь, как поступить. А что вы делали, когда вот дозвониться нельзя, вертолет вызвать нельзя? Ой, очень много таких случаев было, когда я оставалась сама с собой, вот просто. Очень было трудно. Решать вопрос приходилось самой. Конечно, обращалась к литературе медицинской, к справочникам, а позвонить тоже не всегда можно было. Это сейчас хорошо, можно позвонить, можно проконсультироваться, когда у нас сейчас интернет есть. А раньше этого не было. Приходилось думать саму, чтобы оказать правильно помощь. А были такие случаи, очень сложные случаи. Но счастье для каждого человека по-своему счастье. Для одного это счастье, а для другого может это и не быть счастьем, как в моем положении. Кто скажет, что счастье вот в таком отдаленном селе, трудно мне очень всю жизнь, вот так вот в отдаленном так селе трудно. Раньше как-то, пока молодая была, это не чувствовалось, и сейчас уже возраст, уже труднее, далеко от медицинской помощи, врачебной, и это я понимаю сейчас острее, чем раньше. Нашим дорогим, прекрасным женщинам в этот
праздник светлый, наш единственный праздник в году, который мы можем позволить себе все. Любви, терпения, здоровья, это однозначно. Долгих лет, чтобы вас понимали, уважали, ценили. Все, что вы хотите, чтобы у вас желания исполнялись. И не отчаивайтесь. Главное, чтобы вы верили в себя, верили в свои силы. Будьте здоровы, счастливы. Я счастлива, потому что вижу, что пока все нормально с детьми. Я хочу, чтобы со внуками было все. У меня даже правнук есть, здоровенькие, чтобы все были. И всем этого желаю.